Здравствуйте, ребята! Как замечательно, что мы с вами сегодня снова вместе. Давайте улыбнемся друг другу. Чтобы хорошо учиться, надо очень много знать. Каждый день копилку знаний непременно пополнять. Вы готовы к уроку? Молодцы! Покажите ручками класс. Отлично! Ребята, вот мы и закончили изучать буквы русского алфавита. Сегодня мы вместе с ними совершим увлекательное путешествие в сказочную страну слов, слогов и звуков. А ну-ка, буквы, встаньте в ряд. Гласные здесь, согласные здесь. Буквы, которые не могут обозначать звуков, здесь. Итак, все в сборе. Чтобы путешествовать, нам нужно быть дружными, смелыми и умелыми. Вы готовы отправиться в дальнюю дорогу? Тогда вперед! В нашем путешествии мы побываем на разных станциях, и первая станция называется Алфавитово. 33 сестрички ростом невелички. Если знаешь их секрет, то на все найдешь ответ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж. Прикатили на еже. З, И краткое, К, Л, М, Н, О дружно вылезли в окно. П, Р, С, Т, У, Ф, Х оседлали петуха. Ц, Ч, Ш, Щ твердый знак, мягкий знак, Ю, Я. Все теперь мои друзья. А теперь все буквы встали. Познакомьтесь с ними, детки. Вот они, стоят рядком. Очень плохо жить на свете тем, кто с ними не знаком. Буквы – значки, как бойцы на парад, в строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит, а называется все алфавит. Здорово! Вспомнили все буквы алфавита. А теперь отгадайте, о чем это стихотворение. Он бывает тихим, громким, а еще глухим и звонким. Род ему, как дом родной, из него летит волной. Любит с эхом подразниться, в барабане схорониться. Если где услышишь стук, значит к нам добрался звук. Чем звуки отличаются от букв? Правильно, ребята, звуки мы слышим и произносим, а буквы видим, читаем и пишем. А какие бывают звуки? Правильно, гласные и согласные. Сколько гласных звуков вы знаете? 6 звуков. А, О, У, И, А какие буквы гласных обозначают 2 звука? Это йотированные гласные Я, Е, Ё, Ю. Какими фишками обозначаются гласные звуки? Правильно, ребята, гласные мы обозначаем красными фишками. А какие бывают согласные звуки? Правильно, ребята, твердые и мягкие. Твердые согласные обозначим синей фишкой, а мягкие – зеленой. Сколько букв, не обозначающих звуков, вы знаете? Верно, 2 буквы – твердый и мягкий знаки. За ребят я очень рад. Вижу, учатся всему – счету, грамоте, письму. Хоть малые еще на вид, знают русский алфавит. Молодцы! Теперь можно отправиться дальше в путь. Впереди у нас станция сортировочная. Ребята, на этой станции надо составить как можно много слов из слогов.
Ли – линейка. Ра – расческа. Учеб – учебник. Ма – мама. Шко – школа. Молодцы! Вы отлично справились с заданием. Теперь едем на станцию «Прочитай-ка». Азбука – необычный дом. Поселились буквы в нем. Хоть у букв от А до Я и квартирка есть своя. Не сидится им на месте, любят быть повсюду вместе. Станут рядом раз, два, три, выйдет слово «посмотри». Прочитайте следующие слова. Деревянная рубашка, в нем живет цветной Ивашка. Любит он альбом, тетрадь, я люблю им рисовать. Карандаш. В воду любит окунаться, в краски любит одеваться, а потом в альбом мой скок. И раскрасила цветок кисточка. Клетка, линейка, цифры, слова. Как я стараюсь, покажет она. Тетрадь. За спиной огромный дом, и пенал, и книжки в нем, и тетради, и альбом. Ходит в школу этот дом. Ранец. Вы отлично умеете читать. Молодцы! Мы доехали до станции Слоговая. Ребята, вспомните, как узнать количество слогов в слове. Правильно, вы, оказывается, все помните. Сколько в слове гласных, столько и слогов. А сейчас поиграем в игру «Молчанка». Я назову слова, а вы покажите пальчиком количество слогов. Вы готовы, ребята? Начинаем. Кот, каша, рыба, булочка. 3 слога. Бегемот, кошка, тигр. Молодцы, ребята! Следующая станция – Смекалка. Как вы знаете, это ребусы. Прочитайте зашифрованные слова. Число 40 и буква А. Сорока. Следующий ребус – слог ко, число 100 и чка. Получилось слово «косточка». Составьте предложение к слову «косточка». У меня получилось такое предложение. Собака грызет косточку. Прочитайте предложение еще раз. Собака грызет косточку. Здорово! Ребята, мы оказались на станции «Море слов». Мы обычные слова, всех нас знает каждый. Мы содержим букву А трижды или дважды. Иногда всего одну, только не в начале. Но сегодня, ну и ну, все они сбежали. Если вместо точек поставить букву А, то какие слова получатся? Посмотрите внимательно. Поставили вместо точек букву А, и получилось слово барабан. Прочитайте еще раз. Барабан. Стакан. Сахар. Карандаш. Март. Молодцы, ребята! Мы попали на станцию «Сказочная». Василиса Премудрая просит назвать сказки,
отрывки из которых вы услышите. Зашел Иван-царевич в топкое болото. Смотрит, сидит лягушка, квакушка и его стрелу держит. Это сказка о царевне-лягушке. Следующая наша станция звуковая. Найдите из 4 звуковых домиков домик для слова «царевна». Давайте произнесем все звуки в слове «царевна» по порядку. Ц, А, Р, В, Н, А. 7 звуков. В какой звуковой схеме 7 домиков? В одном звуковом домике их 5, значит, он не подходит. Первый звук «ц» твердый согласный обозначается синей фишкой. Значит, домик с первой зеленой фишкой тоже не подходит. Второй звук «а» гласный. Оставшиеся 2 домика, значит, нам подходят. Третий звук «ре» мягкий согласный. Обозначим зеленой фишкой. Домик, где третий звук твердый согласный, не подходит. Остался один домик. Давайте проверим, на самом ли деле этот домик слово «царевна». 4-й звук гласный «э», 5-й звук твердый согласный «в», 6-й звук «н» твердый согласный и 7-й звук «а» гласный. Замечательно, мы нашли звуковой домик слова «царевна». Вот и заканчивается наше путешествие по сказочной, необычной стране слов. Мы прибыли на конечную станцию сюрпризов. Сюрприз от меня вам будет небольшой, вот такой подарок. Это маленькая книжка. Читайте, мальчишки, девчонки, читайте. Любимые книжки ищите на сайте, в метро, в электричке и в автомобиле, в гостях или дома. Читайте, девчонки, читайте, мальчишки. Плохому не учат любимые книжки. Если вы будете много читать, то книжки станут вашими лучшими друзьями и многому научат вас. Успехов вам, мои дорогие! Я вижу, что вы чудесно справились со всеми заданиями, вспомнили все буквы в алфавите, преодолели преграды, проявили любознательность, научились не только хорошо читать, но и дружить, быть наблюдательными, добрыми и заботливыми. Вы, ребята, молодцы! На этом наш урок подходит к концу. До свидания, ребята! До новых встреч!